Atıyor falan. Ama Hava davası acı. İş tutardı ya. rejdi herhalde o havuzda. Yani Чем мы со страхом смотрели несколько лет еще назад над геноцидом и насилием 30-х годов режима сталинщины, теперь остались как воспоминания о цветочках, и ужасы, которые мы творим и видим сегодня, захлестнули и перешагнули все грани человеческого разума. И нам с вами, участникам этих трагических событий, быть в ответе за будущее, где будущее поколение спросит именно с нас. И кто оказался на каком пути и что сделал сегодня, это уже история ни одного человека нынешнего поколения, особенно нашего возраста и нашего избранного пути, не останется неоцененным нашими потомками. Наверное, разум потемнел у многих руководителей и политиков нынешнего времени. Буквально потемнел разум, если они не видят, к чему ведут народы, сколько горя и слез, и сколько невинных жертв, не подготовленных ни к какой войне, ни психологической, ни политической, ни тем более физической. И мы с вами за это в ответе. Я искренне благодарен вам со всех континентов, прибывших сегодня сюда, поделить с нами один час, один день радости. Радости второй годовщины избранного нами пути от Соединенных Штатов Америки до Дальнего Востока и Северного полюса до Южного. Все здесь представители присутствуют. Спасибо вам. Видно, не безразлична судьба малого чеченского народа в этом огромном мире, если не безразлична судьба любого малого народа в любом конце земного шара, значит, разум победит. Еще раз благодарю вас за труд, за сознание и за то, что вы прибыли сегодня поделить с нами нашу маленькую радость. Будут еще победы, будут еще горе, мира не может, но нынешнее состояние – это уже мировая история, перед которой мы все в ответе. Спасибо. Что кавказские народы, хотя и проявляли свою волю к независимости, к демократии, но они не могли этого достичь. Но после того, как Грузия первая подняла флаг борьбы за независимость, за свободу, и которая 9 апреля 1989 года совершила поистине героический подвиг и нанесла сокрушительное поражение Советской империи, после этого свободолюбивым народам не только Кавказа, но и всего бывшего Советского Союза и даже Восточной Европы был дан большой стимул в их борьбе за независимость, за свободу. Я хочу особо подчеркнуть, что наша борьба за свободу и независимость – это не есть сеяние ненависти к другим народам. Скорее наоборот. Те, кто притесняет
народы, кто подавляет их волю в борьбе за свободу и независимость, как раз они являются разжигателями этого негативного чувства, а мы за дружбу всех народов. Мы за дружбу, сотрудничество с российским народом. И очень зря, очень неправильно рисуют наше движение как антироссийское, я бы сказал. Мы считаем, что дружба возможна только между равными, дружба невозможна между господином и рабом. Мы не хотим быть рабами. Мы вышли из этого возраста, дорогие друзья. Но за равные отношения, за дружбу, за сотрудничество мы не пожалеем ничего. В особенности с нашим ближайшим северным соседом. Так что дезинформация, клевета, которая распространялась про наше движение, по-моему, не достигла цели. И вот об этом свидетельствует вот сегодняшнее собрание, где присутствуют официальные представители Российской Федерации, представители движений и партий Российской Федерации. И вот это излишний раз подчеркивает нашу добрую волю на дружбу и сотрудничество со всеми народами и государствами мира. Кавказ никому не противопоставляет себя, ни с кем не борется, не вступает в конфронтацию, но заодно и призывает к уважению своему суверенитету. Кавказские народы, такие же народы, как и народы других регионов нашей планеты, и они заслуживают независимость и свободу так же, как и другие народы нашего земного шара. Вот истина, за которую мы боремся, не ущемляя прав никаких народов и никаких государств, и желаем встретить взаимопонимание, и я уверен, что мы встретим это взаимопонимание, и наша борьба не будет обязательно кровавой, не будет обязательно насильственной, она будет мирной, и мы, провозглашая свои идеи, свои принципы, я уверен, что найдем взаимопонимание в современной России, которая сейчас стоит на путь демократии, свободного развития и, можно сказать, с уверенностью освобождения от имперских амбиций. Так что это все нас радует. Я еще раз приветствую сегодняшний день. Этот день, как и день провозглашения независимости Грузии в 1990 году, является вехой в истории Кавказа, в истории кавказских народов за обретение истинной свободы и независимости. За нашу и вашу свободу, за нашу дружбу, за взаимопонимание и дружбу всех народов, населяющих не только этот регион, но и весь мир. Единство борьбы и цели. И отчасти эта дружба основана, сегодняшние связи заложены и президентом Чеченской Республики Дудаевым. Сегодня у нас присутствуют гости из Литвы. Я хотел бы слово представить депутату Сейма Литовской Республики. И, по-моему, он представляет как раз город, который является побратимом
или находится в дружеских отношениях нашим городом Устрадала, депутату Скрябису. Спасибо господину вице-президенту за столь прекрасные слова в адрес моей родины. Да, накануне нашего отъезда произошло знатное событие в жизни литовского народа. Мы проводили к себе домой последнюю воинскую часть России, состоялись торжества по этому поводу. Был выпущен вот такой плакат, я вам хочу его показать. И к чему я его показываю? Вы, наверное, видите, что в нем изображен железный волк. Это один из символов нашей страны. На гербе Чеченской Республики тоже изображен волк. И то, что говорил ваш вице-президент, что наши народы связаны какими-то узами, связаны дружбой, наверное, это лежит в глубине души наших народов. И вот во время этих торжеств по случаю вывода войск многие жители Литовской Республики говорили именно так. Все-таки первыми войска ушли из чеченской земли. Да, мы раньше вас провозгласили независимость, раньше вас были признаны мировым сообществом, но теперь очередь за вами. Сильными мира всего осталось сделать формальные шаги. Я говорю формальные шаги, так как, будучи в гостях у вас, убеждаешься, что ваше государство крепнет с каждым днем. Я предлагаю тост за то, чтобы сильные мира всего сделали быстрее эти формальные шаги. Ну, раз слово дали, я хотел бы сказать о том, что действительно судьба чеченско-ингушского народа – это войнавский народ. У нас в Ингушетии по-другому не говорят. Судьба народа, которая скреплена всей трагедией, которая была, и тяжестью судьбы, которая прошла через их совместную жизнь, совместное братство, совместные тяготы, лишения, которые прошли через эти последние только десятилетия. Все время мы боремся и за выживание. То 30-е годы, то 20-е, то 30-е, то 40-е, потом 50-е. И, казалось бы, все позади. Вот она демократия, вот воздух свободы. И когда мы все тут растерялись от этого кислорода, который нам наобещали, здесь сегодня в ноябре 91-м чрезвычайное положение в Грозном, в 92-м вводят у нас. Итог: 410 убитых, 269 не можем найти. То есть показали, вот вам, как нужно спокойно, свободно дышать. И ко всему прочему, эта трагедия-то через судьбу одного народа хотели достать второй народ, зная, что брат придет брату на помощь. И все было для этого готово. Это одна из тоже причин этой трагедии, я больше для газеты рассказываю, что хотели, развязав конфликт в пригородном районе, спровоцировав его, дойти до Грозного и здесь показать народу, что свободно думать нужно только с разрешения. Я хочу поднять этот бокал за то, что 2 года мои братья живут, не на все провокации, несмотря ни на все попытки, стремления. Я говорил и повторяю, если у вас хотите разговаривать, есть политический диалог. С чеченским народом говорите только политическими методами. Танками, самолетами. Мы, ингуши, с той стороны не позволим. И если будете решать оружием, мы станем плечо с нашими братьями. Я вам обещаю, и мы это сделаем, если вдруг кто-то подумает, здесь вооруженным путем решать какую-то проблему. А сдал покушал, дела ту бок уж гляться, дела в борту для массы. Apples also.
Чечне у вас очень красивые яблоки. У нас в Америке то же самое, очень хорошие яблоки. And in the course of time, people have tried to solve problems from coming not together to take the whole apples. И вы знаете, разрешать проблемы, когда люди собираются для того, чтобы поделить одно яблоко, много людей, и также можно разрешать и проблемы. But for those people who try to go and tackle problems inside from the core and come from any country and work together as friends to go slowly to try to solve problems from the inside and not as a whole. Есть люди, которые приезжают для того, чтобы помочь вам изнутри, для того, чтобы объединить в одном яблоке, так сказать, сердцевине, найти и помочь вашей республике. Приходят люди из-за границы тоже. They will form a bond, a friendship that goes beyond politics or business. Эти люди приезжают, чтобы организовать дружбу и сотрудничество, независимо от политики или бизнеса. Они просто хотят установить дружеские отношения прежде всего. And they will be a courageous group that will go through and do what they feel has to be done in unity. И они знают, что как нужно добиться успеха, пройдя через центральную часть как бы яблока, через сердцевину. And for those people from the different lands that are willing to go from the inside together as friends and not listen to people telling them not to do it, that will bear good friendships, that will bear very wonderful things in the long run, that will transcend or go beyond. И люди, которые приезжают, несмотря на то, что им говорят, не надо этого делать, или говорят, о них плохие, так сказать, вещи, что не надо заниматься этим, но они хотят установить дружеские отношения и помочь, они пройдут через все и добьются своей цели. It's done from the heart. Потому что они идут, хотят этого от чистого сердца. And so from my heart, this is what I've learned from my Chechen friends, from my heart, and in the spirit of the Americans that I have brought to Chechen and other Americans who have come here, I want to say happy second anniversary, and I want to thank the President and everybody else of my Chechen friends for welcoming me and welcoming the Americans to this republic. Я хочу сказать от имени всех американцев, которые были здесь и которые приехали со мной, и от имени, от своего тоже сердца поздравить чеченский народ со второй годовщиной независимости и пожелать вам всего самого лучшего, успеха во всем. Спасибо и Док Бакал. Замечательная история этого района. Something that I have come more interested in learning. Я выучил еще что-то более интересное и новое для меня. I have found that, especially in this region of this republic, that is intriguing all that has happened. Я узнал, что особенно в этом районе случилось что-то замечательное, чрезвычайное. Because of that, being here in this special occasion Очутиться здесь по этому специальному случаю празднования is a great honor to me. это большая честь для меня. Especially that my ancestors have come from this region, and it is very interesting for me И to может learn more быть еще about it. больше от того, что мои предки с Кавказа, и поэтому сегодня я так много узнаю из истории своих предков тут. From the several visits that I have made in Chechnya, В течение нескольких визитов, которые я провел в Чечне, I am confident that the most important asset of this republic is its people. я понял одно, что самое замечательное, самое лучшее достояние этой республики это люди. This is why I have no doubt that there will be success. И поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. There's a Chinese proverb that says that the 1,000 miles journey starts with the first step. Есть старая китайская поговорка, что многокилометровое путешествие всегда начинается с первого шага. Mr. President, thank you very much for your kind invitation, and it's an honor to be here again. И, господин президент, опять спасибо вам большое за ваше теплое приглашение на празднование, I wish this republic health and prosperity and success. которое является для меня честью, и я сегодня хочу пожелать процветания, добра и всего самого лучшего этой республике. Barakallah.
Уважаемый президент, от всего сердца, горячо и сердечно поздравляем вас от имени Верховного Совета, Совета Министров и всего дагестанского народа, замечательный чеченский народ с этой знаменательной датой. Друзья, здесь много приятных слов было сказано, замечательных. В этот торжественный день, на самом деле, мы с искренней душой вот приехали сюда, представители многонационального нашего Дагестана. Мы приехали сюда всего 5 человек, и все разной национальности. Вот мэр нашего столичного города Магомед, он лакец. Управляющий административным органом нашего столичного города Гаджи Магомед аварец. И чеченец, дагестанец, наш парламентер, депутат Верховного Совета Дагестана, член Президиума Верховного Совета Чергизбиев, чеченец. Шофер нас, который привез, кумык. Я нагаец. Друзья мои, что я хочу этим сказать? Мы настолько восторжены. Вот здесь говорят, будем близкими, там, друзьями и так далее. Мы с чеченским народом не то что близки, мы родственники. Потому что вот эта планета нас родила рядом. У нас нет никаких преград. Буквально ни гор между нами, ни солончаков, ни песков. Вот пролетарская дорога буквально-таки рядом. Если взять вот этот наш ближайший город Хасавюрт, который находится от вашего ближайшего города на расстоянии 40 километров, это 100-тысячный город, и район там 120 тысяч населения. Там нельзя сейчас найти чистопородного чеченца, и чистопородного кумыка или чистопородного аварца, потому что все пережились. Наши народы настолько чтят память наших аксакалов. Если даже мы ничего не сделаем путного, а просто вот заветы наших аксакалов будем беречь, вот то, что прадеды, деды наши дружили, это, если мы сохраним, альхамдуллах, будет все в порядке. Наши народы дружат, притом бескорыстно, настолько свято дружат, очень много общих, смежных, буквально таких семей. И все они общаются, никакие преграды. И мы сегодня буквально-таки не чувствуем никаких серьезных сил и существенных таких сил, которые бы могли порвать наши отношения. Я полагаю, что никогда никому не удастся отношения дагестанского и чеченского народа сорвать, испортить. Это невозможно буквально. Вот. Сегодня хочется отметить о том, что мы на самом деле, наверное, по-настоящему вот не проводим такую теплую, тесную такую сотрудничество, что ли. Хотя есть чему поучиться у вас, у талантливого чеченского народа. Мы знаем, у вас великие мастера, нефтяники, нефтехимики. Надо бы общаться, надо бы побольше нам, буквально такими профессионалами, контактироваться, посещать, приезжать в Махачкалу, приезжать сюда, в Грозный нашим товарищам, обмениваться опытом, а поделиться есть чем. Очень много таких моментов, в которых и вы, и мы нуждаемся. Ваши прославленные мастера, вот этот ваш нефтяной институт, это кузница кадров. Добрая половина наших руководителей и великих мастеров нефтехимической промышленности Дагестана – это питомцы вашего института. Мы благодарны чеченскому народу за то, что вот так свято могут дружить
И наши корни, вот здесь сказали, на самом деле, 25 лет быть вместе, воевать, рука об руку, буквально, ну, я не могу даже это передать словами, это настолько свято чтят дагестанцы, вот это наше былое содружество, то, что мы были вместе всегда в любые и легкие, и тяжелые времена. Хотелось бы, чтобы мы имели совместные предприятия, обменивались буквально-таки по таким ключевым моментам для того, чтобы сколотить экономику, для того, чтобы развивать нефтехимическую промышленность, да хотя бы вот буквально-таки осваивать космический шлейф, понимаете, совместно. Вопросов очень много, очень много. И я призываю вас буквально-таки, друзья, давайте дружить теснее, лучше, теплее, и чтобы мы всегда с вами были вместе. Дорогие товарищи, в заключение своих слов, выражая свою искренность, я хочу выразиться словами всем вам известного великого дагестанца Расула Гамзатова. В горах дагестанских джигиты бывало, чтоб дружбу мужскую прочить сильней, дарили друг другу клинки и кинжалы, и лучшие бурки, и лучших коней. И я, свидетельство искренней дружбы, вам песни свои посылаю, друзья. Они и мое дорогое оружие, и конь мой, и лучшая бурка моя. Ну, дорогие друзья, вороного коня сюда, в этот прекрасный дворец, не заведешь. А бурку белую, настоящую, папаху дагестанскую, мы уже подарили вашему президенту, когда был у нас в гостях, он, у наших андийцев. Я хочу подарить, символизируя силу учености, грамотности чеченского народа, вот этот бесценный подарок творения дагестанских унцукульских мастеров вашему президенту. Подарить вот эту необычайно красивую тросточку. Вице-президенту, я надеюсь, что ему пригодится это после 50 лет. Других народов. И в данный момент я смею надеяться, не безразлично и мысли хорошим, в смысле того, чтобы действительно выработать свою политику взаимоотношений между народами мира и великими государствами, имеющими великие государства, и иншими государствами, и тем более теми, которые обрели свою государственность и закрепляют. Вам слово. Спасибо. Уважаемый господин президент и члены политического руководства Республики, Чеченской Республики, мы с удовольствием приняли приглашение и прибыли на празднование государственного праздника. Я бы хотел сразу сказать, что сегодня Россия в трудном положении, она прощается с коммунистическим режимом, и поэтому, если кому-то из вас что-то не нравится, то ни в коем случае нельзя увязывать это с русским народом и с другими народами, которые проживают сегодня. Режим пришел ночью с кровью, и также ночью, видимо, с кровью постепенно сходит с политической арены. Западная Европа переболела фашизмом, восточная коммунизмом. Все страны испытали тяжелые периоды в своей истории, поэтому не надо думать, что на долю России и Кавказа выпали одни беды. Были и радостные моменты в истории, может быть, даже больше. Вот мы летели сюда 1700 километров, вовсе не для того, чтобы только принять участие в застолье. Прекрасный стол, все вкусно, замечательно, но самое главное — это встреча. Встретиться нам здесь вместе. Когда говорили, что вот малый народ,
меня немножко это задевает. Нету малых и великих народов. Если брать количественно, тогда у нас в мире один-единственный народ великий, китайский, потому что каждый четвертый в мире китаец. С такой арифметикой мы никуда не придем. Не должно быть ни малых, ни великих народов. Каждый народ сам по себе, так сказать, достоин своего собственного величия, и здесь нельзя проводить количественные характеристики. Но когда говорят, что радостные события, уходит русская армия откуда-то, то не надо забывать, что она и приходит туда нередко по приглашению местных товарищей, которые сегодня еще управляют. И нам глубоко не безразлично. Русские парни вовсе не горят желанием служить на чужбине, в чужой территории, среди народа, который не хотел бы, чтобы они находились. Это направляют политические лидеры, которые временно занимают свои посты. Поэтому надо всегда увязывать вот с конкретной ситуацией, с конкретными людьми, находящимися в руководстве. России не везет, она имела великих царей и не очень великих, так же, как и в последнее время руководители разные у нас. Но мы вместе жили, да и сегодня мы на одном политическом пространстве. Если очень-очень плохо будет в России, то это скажется на всем регионе. Не только в ближайшем, скажем, Кавказ и Восточная Европа, но даже в целом масштабе всей планеты. Поэтому здесь не надо нам не злорадствовать на неудачу друг друга, а скорее искать пути, чтобы успех был везде. И в Грозном, и в Тбилиси, и в Москве. Если взять историю, то когда Красная Армия взяла город Тифлис, то телеграмму Ленину направил коммунист Орджоникидзе. Над Тифлисом веет красное знамя. Не коммунист Иванов, а коммунист Орджоникидзе направил телеграмму. И сегодня, когда многим не нравится уже и демократическая Россия, хотя когда-то нам не нравилась царская Россия, мы вместе ее расшатали, и в ее расшатывании и уничтожении царского режима очень помогли князья с Кавказа. И сегодня в демократической России очень много живет выходцев с Кавказа. И почему-то не хотят вернуться в новые свои независимые государства. Миллионы граждан, так сказать, из Грузии, Азербайджана, из Северного Кавказа живут и все-таки довольны даже теми тяготами, которые сегодня падают на Россию. Поэтому все равно мы в чем-то больше принесли друг другу пользы. Конечно, были тяжелые периоды, я согласен, и принимаем это все на себя. В любом случае, независимо от, так сказать, роли отдельных личностей, конечно, наибольшее значение играет Россия сама по себе, наш русский народ. Но вы не должны забывать про эти огромные пространства, про Сибирь, про север, про другой совершенно климат, другое понятие. Мы уважаемому президенту Чеченской Республики Джохару Дудаеву привезли тоже подарок. Там пейзаж «Русская зима». Мы бы очень хотели, чтобы это был только лишь пейзаж в смысле погоды. Чтобы никогда больше в Чеченской Республике не боялись холодных политических ветров с севера. И мы бы, наоборот, просили бы, чтобы побольше задули в сторону Москвы теплых кавказских ветров, чтобы у нас тоже быстрее завершились вот те события, которые сегодня мешают и россиянам в России, и тревожат немного вас. Но я просто хотел бы, завершая свое выступление, сказать, что мы вместе должны поработать в этом направлении. Если у нас что-то не получилось, вместе не получилось, то и вот до конца разобраться, расчистить эти завалы рухнувшего здания коммунизма. Вот сегодня часто приезжают с Запада, так сказать, к вам гости, они к нам приезжали, а вот эти все идеи, они к нам с Запада пришли. Там они их выработали, а решили опробовать на Востоке. Поэтому будьте предельно осторожны, как бы вам снова внесли другие идеи. Поэтому лучше, если чеченский народ сам определит для себя, как ему жить. Надо прислушаться к советам, но принимать самим решения. Поэтому я еще раз хочу отметить волю, силу президента Джохара Дудаева, который напоминает мне чем-то вот другого лидера арабского мира Саддама Хусейна, с которым тоже... оказались в одном геополитическом пространстве. Здесь совсем недалеко уже до Багдада, наверное, ближе, чем до Москвы. Любовь иракцев вот, к своему президенту и отношение
чеченцев к Джохару Дудаеву, это очень схоже, потому что молодые государства нуждаются в национальных лидерах. В этом смысле, так сказать, в России вот еще замешательство определенное есть, в том числе и не без помощи того же Запада, который сделал ставку на то самое движение, которое привело к власти президента, который не хотел быть президентом, поэтому многое не получается. Если Джохар Дудаев, видимо, хотел помочь своему народу и очень хорошо помогает, то Борис Николаевич не хотел этого. Просто у движения Дем России, у молодого движения не было своего лидера, и они взяли из старого коммунистического арсенала наиболее такого оппонента. Поэтому он хорошо смог разрушить коммунистическую Россию, но новое государство построить у него просто не хватает, так сказать, своей концепции, идей. Поэтому я бы, завершая, хотел бы ко всем к вам обратиться, так сказать, с просьбой, с пожеланием, чтобы мы лучше думали друг о друге. И о Грузии, и о Чеченской республике, о Дагестане, о России. Везде живут все наши соотечественники. Мы говорим на разных языках, но русский язык нас всех все равно породнил. И какие бы делегации ни приезжали, они не смогут на своем родном языке сказать, а употребляем один наш общий язык. Это общая культура, это общая цивилизация. Мы вместе боролись когда-то с теми армиями, которыми с запада шли на Кавказ и на Россию. Там были сыны и Кавказа, и России, и Грузии. Вместе пролили кровь. И в одних могилах лежат эти парни. И сегодня они лежат вот на территории Абхазии. Там и чеченцы, и русские казаки, и грузины, и абхазцы. Все. Их опять столкнули в ненужной борьбе. Поэтому я бы хотел, чтобы быстрее в России появилось новое политическое руководство, чтобы наконец закончить эту эпоху насилия, эпоху обмана, чтобы действительно свобода была для всех. Чтобы за океаном не швыряли ракеты и бомбы в те государства, по тем столицам, по тем лидерам, которые чем-то не нравятся. Вот Москва этого не делает уже. Хорошо бы этому примеру последовали наши, так сказать, заокеанские друзья. И я бы хотел, чтобы все-таки мы помогли друг другу, и чтобы русские солдаты служили на родной русской земле, а чеченские солдаты тоже далеко от дома бы не уходили, потому что все равно очаг, он приятен, и всем нам хотелось бы быть дома, иметь полные семьи, чтобы росли наши дети, чтобы такое застолье было не только по случаю государственного праздника, но обычной нашей жизнью, чтобы мундиры генералы одевали только по праздникам, а не призывали бы их к тому, чтобы возглавить вооруженные силы, отдавать приказы стрелять. Пусть лучше по всему Кавказу и России раздается звон бокалов в годовщину наших общих праздников, и свой праздник в Чеченской республике, свои праздники в России, чем затворы автоматов, которые, к сожалению, сегодня еще щелкают почти на всей территории России. И это опять автоматы в основном российского производства. Хотя уже появились и чеченские автоматы. Так что догоняет Россию. Я поднимаю этот бокал еще раз за смелого национального лидера, уважаемого очень многими патриотами России, я надеюсь, в других регионах мира, который смело не только руководит республикой, но готов сесть за штурвал самолета и провести его над всей Европой. Поэтому за то, чтобы Чеченская республика долго сохранила бы своего лидера, нынешнее политическое руководство. Кстати, вам сегодня мешают те же силы, что и в России. Они не имеют, собственно, вот, национальной принадлежности. Это опять вот определенные политические силы, они везде мешают. И дорогому Звяду Гамсахурди они тоже мешают в Тбилиси. Сегодня вроде бы уже нету напрямую руки Москвы. Уже это действует местная рука, которая хочет использовать отрицательный опыт Москвы в местных таких своих интересах. Но в дни праздников мы не будем упоминать о боли. Все-таки, я считаю, больше радости у нас всех вместе взятых. Поэтому я очень хочу, чтобы праздники были только праздники, чтобы вот с той же радостью, как из Внуково мы поднялись и прилетели на любезно предоставленном самолете президентом Чеченской Республики. Вот только такие визиты пускай будут по линии Москва-Грозная, а потом и Москва-Тбилиси и по всем другим регионам. За здоровье и успехи президента Чеченской Республики Джохара Дудаева. Baha ni rumah dah.
Прекрати. Давай, ты это. Президенту Чеченской Республики Джохару Дудаеву, Ваше Превосходительство, от имени народа Республики Калмыкия Халим Танч, я себя лично поздравляю вас и в вашем лице весь народ Чеченской Республики с национальным праздником. Чеченские и калмыцкие народы связывают давние узы дружбы. У нас одна судьба и одна трагедия, постигшая в годы депортации. Но несмотря на беду, наши народы не согнулись, вернулись на землю предков к возрождению. Испокон веков чеченский народ отличался свободолюбием духом. 2 года назад Чеченская Республика сделала выбор, решив пойти собственным путем. Республика Калмыкия также сделала свой выбор в пользу перемен, выступив за свою политику, руководствуясь доброй волей, буддийскими принципами, ненасилие и стремление ко всеобщему миру. Калмыкия выступила с инициативами по мирному урегулированию ингуш-осетинского конфликта. С давних пор хлеб был символом мира и добра. На Кавказе хлеб почитают, на нем клянутся, когда нет под рукой священного Корана. Подтверждая искренность наших стремлений, Республика Калмыкия направила в качестве безвозмездной помощи жителям Ингушетии и Северной Осетии 5000 тонн зерна пшеницы нынешнего года. Мы верим и надеемся, что мир и спокойствие воцарятся на Северном Кавказе, и этому будет способствовать добрососедские и братские отношения между нашими республиками, Республикой Калмыкия Халим Танч и Чеченской Республикой. Желаю вам, господин президент, и всему народу Чеченской Республики мира, гражданского согласия, благополучия и процветания. С уважением, президент Республики Калмыкия Халим Танч Кирсан Улюмжинов. Разрешите вручить приветственный адрес. Разрешите также, товарищи уважаемые, поблагодарить руководство республики за такой теплый прием, за такое представление сегодня показано нам. Мы убедились, что здесь сегодня царит мир. Пусть будет так всегда, чтобы небо было сегодня такое, как мы его видели, чтобы поход был сегодня так, как сегодня мы тоже его видели. И в честь нашего пребывания мы также хотим преподнести президенту свой скромный подарок. Правда, здесь не север, но я думаю, автор сейчас вкратце немножко расскажет. Господин президент, эта картина напоминает нам нашу общую трагедию чеченцев и ингушей, войнахов. Вот. Тут все ясно. Мужчина едет на войну, женщина остается сзади. Может, ее ожидает, ясно, какая судьба ожидала. 43-44 год, все мы помним, годы депортации. А его тоже после снимали с фронта и то же самое отправляли туда же, в Сибирь. Поэтому мы дарим эту картину, что войнацкий народ, чеченский народ никогда не знал такого. И еще знак благодарности за повышение я хочу подарить, я обращаюсь по-калмыцки, как к старшему обращаются, Джохарага, книгу «Чингисхан». Эту книгу издали недавно в Америке. Все, наверное, знают этого великого полководца. Вот. О нем писали как о завоевателе, но он был еще, кроме того, и великим создателем. И поэтому я прошу, господин президент, чтобы вы обязательно ее прочитали. Вот. Но еще я хочу лично от себя, Джохарага, подарить вам часы Чингисхан, чтобы вы были таким же создателем своего народа. И как чеченцы говорят, мелхи да хелли.
Будьте. Представил ту ситуацию, в которой сейчас находится Армения и вот наш регион, и в частности Нагорный Карабах, вот в том свете, в котором он представил. Это спровоцированная фактическая война, спровоцированная действительно теми силами, которые руководствовались и руководствуются принципами «разделяй и властвуй». Хотел бы уточнить проблему, что конфликт фактически не между Арменией и Азербайджаном, а конфликт внутри Азербайджана между автономией в Азербайджане, Нагорным Карабахом, населенным преимущественно в подавляющем большинстве армянами, и самим Азербайджаном. И поскольку это так, вы понимаете, что армянский народ не может быть равнодушен к идее самоопределения. Конфликт карабахский – это конфликт на основе самоопределения. Народ, выразивший свою волю к самоопределению, начавший свою борьбу мирными конституционными путями, был втянут в затяжную войну, в которую пытаются вот те же силы втянуть и Армению. И, наверное, потому пропаганда постоянно твердит о фактической войне между Арменией и Азербайджаном, которой, собственно, нет. Но пропаганда играет роль, и она может тянуть две страны. И дай Бог, чтобы этого не случилось. И я уверен, что этого не случится. Но все дело в том, что сам этот факт говорит о нашем отношении к идее самоопределения, к той идее, которая вдохновляет и ингушский, и чеченский народ, к той идее, которая сплотила, к той идее, которая породила то праздничное настроение, действительный духовный праздник, которому свидетелями мы были сегодня все. Я смотрел и верил в искренность всего того, что происходит вокруг, видел воодушевление на лицах людей. То есть этот праздник не похож на те деланные, навязанные праздники, которые были до сих пор. И военный парад не похож на те военные парады, которые мы видели до сих пор. И я увидел истинное возрождение народа. Здесь много правильных слов говорилось об общности кавказских народов. К сожалению, всегда, когда говорят о народах общности, их судеб, всегда акцентируется трагическая сторона этой истории. Действительно, история всех народов Кавказа была трагична, и она пока действительно разворачивается в трагедиях. Но сегодняшний праздник, полагаю, что начало рассеяния этих трагических перипетий в истории судьбы чеченского народа. Я полагаю, что сегодня начало конца трагедий среди кавказских народов. Я присоединяюсь к словам, сказанным господином Гамсахурдия, о том, что вот было сказано, что Грузия в каком-то смысле была лидером
освободительного движения кавказских народов. Я могу сказать, что в каком-то смысле Армения была. Господин из Литвы, представитель Литвы, сказал, что в каком-то отношении была Чечня. И все мы в каком-то отношении были лидерами этого движения к свободе. Это подчеркивает и то, что наряду с общностью, о которой я сказал, о вот трагической общности, есть другая, может быть, более важная общность. Это свободолюбивый дух кавказских народов. Свободолюбивый дух, который будет гарантией того, что чеченский народ добьется своего, грузинский народ добьется, армянский добьется. И все народы, которые некогда были под одной крышей, но навязанной крышей, и сейчас действительно обретают свободу, добьются своего и будут жить в мире и согласии. Я пью за этот свободолюбивый дух, как за гарантию этого. Спасибо. То, что президент Чеченской Республики уже вошел в стадию тех руководителей западного мира, которым уже осталось вот только собирать картины, наслаждаться, смотреть на пейзажи своей страны. Ну, такой сибирский пейзаж очень притягательный. Я думаю, что он нас устроит. Экзотика, да. Сегодня у нас в гостях представитель одного из мощнейших политических движений бывшего Советского Союза, на территории бывшего Советского Союза, движение, которым еще предстоит определить судьбу своего государства. Потому что сегодняшнее руководство определило судьбу переходного периода. Но рух на Украине, я думаю, будет определять дальнейшую судьбу, по крайней мере, влиять на определение этой судьбы великого украинского государства. С Украиной чеченцев связывает очень много. И голод 30-х годов, когда украинцы, гонимые этим голодом, подались на юг, в частности и на территории Чечни, и многие дети от этих семей украинских остались у нас, и сегодня под фамилиями чеченскими, прекрасно владеют чеченским языком, и некоторые даже не подозревают, что они украинцы, живут, создали семьи, трудятся и здравствуют. Мы знаем Украину еще по тяготам выселения. Там были именно те патриоты Украины, которые боролись за независимость Украины, и они разделили ту нашу трагическую судьбу в 40-х годах. Именно, я думаю, все эти лишения и тяготы украинского народа являются определяющей почвой политической позиции руха. Ну а члену Краевого совета Коминтерна руха Украины Бакевичу Виталию я представлю слово. Он не первый раз в Чечне, и сегодня он скажет, наверное, и о своих впечатлениях, которые навеяны вторым годом независимости, ибо он был гостем и первого года независимости. Спасибо. Вельми шановний президент Чеченской державы, уважаемые доброжелатели Чеченской Республики. 51 год тому назад, ровно в это время, когда мне было всего лишь 17 лет, я воевал на этой земле. Я был в Красной армии, куда пошел добровольцем. Я освобождал
Чечению, Ингушетию. Такие аулы, такие села у меня сейчас перед глазами. Это Шалхи, Седах, Малгабек, Моздок. Я помню их, как будто бы они сейчас передо мной. Это страшно подумать. 51 год тому назад. Я уже дожил до этого. Вам еще предстоит до этих лет дожить. Дай вам Бог счастья. И я освобождал в рядах советской армии эти территории для того, чтобы преступники, стоящие во главе государства, уничтожали людей, которые жили на этой территории. Еще палач украинского народа Ленин говорил: обманывайте буржуазию, обманывайте за границу. Они нам поверят. И за граница верила. Она не могла себе представить, что во главе такого государства могут стоять уголовники. Она верила в это. И я очень благодарен выступлению председателя Либерально-демократической партии, уважаемого Владимира Волковича, потому что Вольф – это волк, Жириновского, в том, что он признал, что русские – это агрессоры. Русские на крови, на железе создали свою империю, создали то, что они сейчас имеют. Они получат за это то, я очень благодарен Жириновскому. Он прямо сказал, он не крутит, не вертит, как остальные. Он прямо сказал, что если он придет к власти, Прибалтику он сделает провинцией. Правильно. Если он придет к власти, он всех южан отправит на север. Все правильно. Это законно. То есть мы знаем, кто нас ждет. Ельцин на налобные места отправил. Ельцин. То есть это информация к размышлению. Мы знаем, что нас ждет. За это спасибо. Я хочу сказать коротко, потому что мне очень нравится черная икра. Это фашизм и коммунизм, это два начала одного зла. И то, что мы сейчас имеем, это мы заслужили это. И то, что Чеченская республика будет свободна, я не сомневаюсь. Но она не будет свободная, если рядом народы Кабардино-Балкария, Дагестан, и прочие не будут свободные. Одна Чеченская республика не сможет быть свободной. Почему я здесь? Рух наш – это великая сила. Сейчас мы боремся за победу на Украине. На Украине сейчас положение хуже в 10 раз, чем в Чечении. В 10 раз, чем в Чечении хуже. У нас распродают Украину. И, кстати, как раз очень удачно сделал покупку Владимир Вольфович. Он купил Черноморский флот весь. Но я хочу сказать, что это еще не все. Это еще не все. И я хочу медленно говорить, чтобы переводили уважаемой американке Диане о том, кого вы выкармливаете. Вы выкармливаете сейчас
монстра, который съест вас. Это прошу передать вас, как профессора, всем профессорам и студентам Соединенных Штатов Америки. С вашего позволения вопрос. Одну минуту, я не закончил. Не то вытянул. Рух Украины и лично Вячеслав Черновил поздравляет вашу республику со 2-й годовщиной своей свободы, которую я сегодня смотрел парад. Я смотрел, как проходили чеченские войска, и я подумал, эти люди лягут все до единого смертью, но не отдадут свою свободу. Это так. И уважаемый пан Джахар Мусаевич Дудаев, я знаю, що ви знаєте українську мову, тому я не буду перекладати вам цього, що написано. Я вам даю оце послання і надіюсь, що ви зрозумієте, що там є. Добре, добре. Дякую. Недлительное время. Я не буду оригинальным, если скажу, что свобода – это не дар свыше, это дитя народа. Оно рождается в тяжелых муках. И чеченский народ, чтобы родить это дитя, шел к нему веками. И вот он его родил, и сегодня мы отмечаем 2-ю годовщину. Я думаю, что эта свобода, и будет сказано для некоторых из центральных органов, тяготение чеченского народа к свободе и та обретенная им свобода, между и нам, народам, и Карачаевскому, и другим народам, и будет ошибкой, если кто-то скажет, что на Кавказе кавказские народы не хотят свободы. Хотят они свободы, и они идут к этой свободе своими путями. Поэтому позвольте мне пожелать чеченскому народу, сколько бы этот земной шарик ни крутился, каждый год он отмечал этот день своей независимости и свободы. Будьте счастливы! Сегодня Горан выступит, мой гость. Peki bu apoloji. Лицом başında. Abla. Havalı. Tamam. Adam yapsın, adam ol. Главное, каратист. Во-первых, я хочу сказать, что для меня большая честь оказаться сегодня на этом вечере. Already I've been here a few times. Хотя я был уже здесь несколько раз. And it was very important for me to be here today. Хотя я был здесь несколько раз, но сегодня для меня особенно важно, что я нахожусь в день празднования здесь. Because today, for this national day, I had the confirmation that Chechen people, like Alexandre Dumas says in his book, И за эти 2 дня я получил реальное подтверждение тому, что писал Александр Дюма в своей книге. they are very proud and willingness, which make me give that a free and independent Chechen is the right fight. В своей книге он писал о том, что кавказцы очень волевые, независимые люди. И сегодня я подтверждение получил, уже несколько раз получил подтверждение во время своих поездок. So I wish success to Chechen leaders and eternal life to Chechen Republic. Я хочу пожелать успеха чеченским лидерам и большого процветания Чеченской Республики. Thank you. Пока.
Schulde. Это предстоит определять. Им они определяют, и кто сегодняшний сорт друзья. Поздравить чеченскому народу своей независимости и сказать, что народы Кавказа действительно заслужили и давно заслужили свободу. И давно они борются за свободу. И сегодня я несколько раз говорил, что никогда около 4000 истории Кавказа не было ни один случай, что народы Кавказа завоевали чужую землю и боролись за чужую землю. Они всегда защищались. Никогда они не были завоевателями. Они были только защитниками своих земель и своего чести. Уважаемый вице-президент, я хочу сказать, что не существует аджарский народ. Нету такого слова. Мы коренные грузины, только у нас вера мусульманская, поэтому создана Аджарская автономная республика. Мы не боремся за независимость. Мы уже имеем независимость Грузии. Мы в составе Грузии и оттуда никуда не собираемся уйти. Как никогда не уйдем и из Кавказа. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всем, что нас пригласили сюда. Но я хочу сказать, что независимость Кавказа действительно можно приобрести только в едином доме, в борьбе вместе. И грузинскому народу, и чеченскому народу дана большая ответственность исторически за Кавказ. Если мы, эти две народы, объединимся, тогда весь Кавказ объединится в общий дом. Я желаю успехов, счастья и процветания кавказских народов и Чечни особенно. Сняли, а потом сразу нас раз порубили все. По телевизору, чтобы не показывали. Телевизор, С уважением, с искренним, сердечным уважением относимся к выбору самостоятельного пути развития Чечни как республики. Нашей маленькой земле протянуть руку дружбы, помощи на пути к миру. Наш шестой континент в силу каких-то, я так говорю, звезды так расположились, развалился, но нашлись внутри этой великой страны, она действительно великая, и лидеры, и личности, которые не потеряли лицо нашего великого Создателя Бога, лицо человека. Кто-то могуществен, кто-то слаб. И где-то объединив, повели тот народ на пути не к тому, как говорили, светлое будущее, социализм, а к тому реальному, где обеспечиваются права простого человека и так далее. Хотел бы лично в плане инструктуры ответить очень уважаемому лидеру, председателю
либерально-демократической партии Владимиру Жириновскому, что наш народ, кавказский народ, войнавский народ, мы не различаем ни казаков, ни Дагестан, великий народ, ни азербайджанцев, ни наш великий братский народ, грузин. И ответить хотели бы просто, как когда-то Александр Невский ответил. У нас в традиции, в крови нашего народа такие качества, где на противостоянии, если уж так звезды расположились, что знаете вы, мы знаем. Ну что мы знаем? Вам знать не дано. Так же, как у нас говорят, это на те нападки. Вы когда туда шли, мы уже оттуда шли. Я извиняюсь, но мы очень юмористический народ. Как бы нам плохо не было, и на высылке, везде, но мы с юмором все принимаем. Значит, так звезды расположились. И еще один момент. Меня просят закончить. Я хочу поднять этот бокал за наших великих лидеров, на равных, которые мы хотим, право. Великим считается государство то, которое обеспечит права и обязанности самым гнусным, отвратительным личностям. Только государство считается, что оно великим. Поэтому я поднимаю этот бокал, хочу в двух словах сказать, что тот великий Создатель Бог нас не оторвал от себя, и мы друг от друга не оторвали. На нашем языке это означает «дальше волшеб подобного». За вас, дорогие друзья, на нашей земле есть место нашим добрым гостям, друзьям, ну и великим, дружелюбно настроенным людям. Пусть так звезды расположатся, что в то тяжелое время мы нашли те силы, чтобы на равных стоять с той великой семеркой, и наша великая Россия, а мы единый организм, выйдет на режим, как у нас в авиации говорят, очень красиво. Будьте здоровы. Всех благ и всего. Внутри государства чеченского и за пределами, особенно в Москве, чтобы парламент Чеченской Республики представить либо несуществующим, либо где-то праздно шатающим в Москве. Несмотря на такое желание определенных сил, парламент Чеченской Республики живет, здравствует, очистившись от тех людей, которые балластом, в последнее время политическим балластом, ложились на дно этого парламента. Сегодня этот парламент обновленный не в том, что кто-то новый пришел, а в том, что в соответствии с Конституцией и законами Чеченской Республики парламент освободился именно от тех, кто хотел затянуть чеченское государство в ярмо зависимости. От той независимости, которую мы обрели в 1991 году, то есть возродили. Слово Идигову Ахьяду, председателю парламента. Я хочу в первую очередь приветствовать всех наших гостей, которые уважили нас и приехали с нашим праздником, двухлетием нашей республики. Спасибо вам. Я надеюсь, что эти наши праздники будут продолжаться из года в год, и что мы с вами встречаемся не в последний раз, и мы будем приезжать к вам так же, как и вы к нам. Мы здесь много говорили о проблемах, которые есть в нашей республике и вообще во всем бывшем СНГ. Говорили о проблемах, которые нам нужно сегодня решать, и мы
сидя за столом, определяем более четко и ясно, что нам необходимо здесь, когда мы сидим. Мы дружно вот с Владимиром Вольфовичем и с другими вот рядом товарищами говорим о тех проблемах, которые мне казались, значит, недостижимы просто и по-человечески. Видимо, нам чаще надо встречаться за такими столами, говорить об этом. Более того, значит, это сближает всех нас. Я думаю, что сегодняшняя годовщина нашей республики пример тому, что наша республика есть и будет, и это поддержите вы все. Примером тому, что сегодня мы утром в парламенте делали прием всех делегаций. Значит, правда, Владимир, но те делегации, которые были, мы обсуждали все проблемы, которые были, говорили о будущем, о настоящем. И в связи с этим мы некоторых членов делегаций, которые были у нас, условно приняли в наш парламент, в том числе и Владимира Вольфовича. Так что я считаю, что если даже вот Зелимхан говорит, что парламент где-то не существует, его нету, это неправда. Парламент существует, есть, он действует. И некоторые члены парламента, хотя и покинули его, сегодня наш парламент действует. Все три власти, все три ветви власти нашей республики есть. Значит, есть Чеченская республика, есть ее будущее. Спасибо за то, что приехали еще раз. Благодарю за все. Снова в гости к нам. Спасибо. Мы, тем не менее, должны все-таки прервать этот стол для того, чтобы соблюсти правила возрождения. Я думаю, что более содержательное знание, более содержательное сегодня. Спасибо вам за возможность дать мне выступить. Дорогие гости, я вас хочу немножко развеселить после таких серьезных речей. Если вы не против, конечно. Это маленькие эпиграммы, но несколько истинно присутствующих. Прошу вас быть не в обиде. Одного здесь нет, но я думаю, что вы догадаетесь, кто это. Голубой невинный взор, но удары только в спину. Но коварно давний спор недостойно звать мужчиной. Ты почти Гаргантюа, я почти Пантагрюэль, но лежачего и в луже никогда не бью, поверь. Не догадались? Молодая. А это посвящается всем известной белой лисе. Партократ и демократ, и дипломат, демократ и плутократ. Думаешь, что черт не брат, но получишь во 100 крат. Океан людской крови. Что ж, смотри, не утони. Господину Жириновскому. И красив ты, и умен, мужчина. Спору нет. Дорогие, еще 2-3 твоих речи разбегут. Хан заполитизировал наш сегодня вечер, что я ощущаю себя как после партийного актива. К большому сожалению, дорогие друзья, не получается веселье, потому что у гостей на душе, наверное, те болести и горечи, которые стоят за пределами этого стола во всех регионах, у всех народов
огромного земного шара. И, видимо, эти беды, которые въелись в нашу душу, не дают нам сегодня оторваться от мысли, что они еще не закончены. И, наверное, каждый думает, какие бы приложить усилия, чтобы они закончились, и чтобы снова перейти к мирному застолью. И не могли бы мы думать о плаче детей, сиротах, о женщинах, вдовах молодых, о матерях, потерявших сына, в этом водовороте гигантского передела мира. Наверное, будут у нас еще другие застолья, где эти беды не будут преследовать нас. И давайте мы сегодня дадим отдохнуть, которые так устали от всего, чтобы завтра продолжить уже отдохнувшими и забыв все наши беды, чтобы начать нам новые отношения и новые заботы далеко от кровавых бойн, а на созидательной жизни. Вот этого желаю всем, перейти к созиданию и к разуму. Удачи, спасибо, всего вам доброго.